Добрый день, дорогие любители шахмат. Приветствую вас на открытии товарищеского матча между школьными дружинами Лунды города Хельсинки. Для меня большая честь открывать наше мероприятие. С большим удовольствием предоставляю слово для официального открытия президенту Международной шахматной федерации Аркадию Владимировичу Дворковичу. Добрый день, дорогие друзья, коллеги, участники соревнования. От имени Международной шахматной федерации приветствую всех на открытии этого замечательного матча. Он приурочен к году Байкала. 21 год объявлен годом Байкала, и девиз этого мероприятия «Думай на шаг вперед, сохраняй природу», мне кажется, созвучен шахматам. Правда, шахматы надо думать не на шаг вперед, а на несколько шагов вперед. Думаю, что именно это нужно и делать и в нашей экологической политике, да и в целом в нашей жизни, думать на несколько шагов вперед. Те ребята, которые сегодня участвуют, все вы, я уверен, уже научились думать на несколько шагов вперед, и очень хорошо, что у вас есть поддержка и стороны родителей, и стороны тех, кто организует такие мероприятия. Я благодарен и Бурятскому государственному университету и Агентству стратегических инициатив по Республике Бурятия и Федерации шахмат Бурятии, конечно, руководству региона. Алексей Самбоевич, я, по-моему, вижу тоже на одной из картинки, приветствую, да, добрый день. И думаю, что это станет настоящим праздником. Надеюсь, в этом году еще много будет подобных мероприятий. Очень хорошо, что вы начинаете именно с международного матча. Это показывает нашу открытость. Это говорит о том, что мы открыты к дружбе со всеми нашими партнерами, коллегами. И Финляндия, и Россия ставят защиту окружающей среды в качестве приоритета. Ну а уж здоровый образ жизни – это наше безусловное все. И я надеюсь, что этот матч послужит и укреплению нашей дружбы, и укреплению нашего здоровья. Всем удачи сегодня, в новом году, здоровья, всего самого наилучшего. От лица Международной шахматной федерации вы всегда будете в центре нашего внимания. Мы будем вас поддерживать. Спасибо. Уважаемый ведущий, вас не слышно. Но пока ведущие молчат, я тогда возьму инициативное слово. Да. Уважаемый Аркадий Владимирович, уважаемый господин Хентунин, уважаемые участники турнира, всех, во-первых, поздравляю с наступившим Новым годом, с Рождеством. И хотел бы отметить о том, что шахматы в Республике Бурятия очень развиты, очень популярны, и у нас много очень достойных представителей шахмат в республике. И сегодня вот в детском турнире в возрасте рождения 2007 года и младше у нас участвует 10 участников от республики, 7 мальчиков, 3 девочки. Все очень достойные. Я думаю, что сегодня будет очень интересная игра. И сами дети получат удовольствие и развитие, и в целом шахматы получат еще один толчок для развития. Ну и также это послужит укреплению наших дружеских взаимоотношений, популяризации шахмат, развитию спорта. И в целом будет содействовать тому, чтобы наши страны, наши дети развивались достойно и в правильном направлении. И хотел бы слово передать Инне Латиновой, инициатору этого турнира, нашему международному гроссмейстеру. Инна, пожалуйста. Добрый день, дорогие участники и гости нашего сегодняшнего замечательного мероприятия. Рада сегодня приветствовать всех на нашем замечательном мероприятии. 2020 год послужил, так скажем, отправной точкой для развития шахмат именно в онлайне. И именно благодаря этому мы сегодня можем, находясь за тысячи километров друг от друга, проводить такой матч в такой дружественной атмосфере. И, конечно же, не случайно именно среди детей мы сегодня проводим матч, потому что шахматы с каждым годом молодеют, и очень важно поддерживать как раз-таки детские шахматы. Ну и, пользуясь случаем, конечно, хотелось бы поблагодарить Аркадий Владимирович вас, Алексей Самбоевич вас и наших финских друзей за любовь и поддержку нашей древней мудрой игры,
А мы, в свою очередь, будем еще больше стараться, еще больше заниматься и достигать новых высот и новых званий. Дорогие ребята, вам я сегодня желаю успехов, удачи и красивых партий. Arne Loina-voimissa niin toivottaa teidät tervetulleeksi niin upeaan tapahtuman tänään. 2020 oli lähtökohtana online-chatkin kehittämiselle. Siksi tänään olemme monien tuhansien kilometrin päässä. Voimme pelata ottelun niin ystävällisessä ilmapiirissä. Eikä ole sattuma, että järjestämme ottelun vuonna 2007 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten keskuudessa, koska shakki nuorenee joka vuosi ja meidän tulisikin kiinnittää erityistä huomioita lapsiin. Tämän tilaisuuden avulla haluaisin kiittää Arkadi Vladimirovich, Aleksei Sambuevich, suomalaisia ystäviämme tuesta ja rakkaudesta, muinaista ja viisasta peliä kohtaan. Ja me puolestaan työskentelemme vielä enemmän, valloittamme uudet korkeudet ja saavutamme uudet otsikot. Rakkaat kaverit, toivotaan teille onnea, menestystä ja kauniita voittoja tänään. Hyvää iltapäivää, rakat shakkin ystävät. Tervehdin sinua ystävyysottelun avaisia Ulan-Udän ja Helsingin kouluryhmien välillä. Господин Федорин, предоставляем слово для приветствия президенту Федерации шахмат Финляндии Аски Хентунину. Good morning. Do you hear me? Good morning. Do you hear me? Do you hear me? Okay, I can't hear anything from your from you now. Just now. Is it okay that I will have a small my speech in English, or should I do it in Finnish? Translator, please. I can do it in English or in Finnish. Translator, please. Can I? Should I do it in English? Is it okay? You should do it in English. It's better. In English. Okay, that's good. Okay, so good morning, everybody, and from Finland. It's 8:40 in Finland here, and we still have night here. The sun will rise in about half an hour. It's cold outside, a little bit of snow, but still dark. So we are still waking up here in Finland. And I would like to thank you for this organization of this tournament. Unfortunately, I think Dvorkovich have left, but I would have used this opportunity to thank the great work Mr. Dvorkovich is doing in FIDE for the moment. I've been following chess for 45 years, and now I have seen in the last years I have seen lots of improvements in FIDE. But you can give my greetings to Mr. Dvorkovich after this. Okay. We recently played a kind of match against the Vistoli team online, and in these Corona times, it is very difficult to organize team tournaments, especially international team tournaments, because we can't meet, and there are not very good sites online to play team tournaments. Obviously, there are many sites where you can play online chess, and that's what lots of people are doing. Also in Finland, Finnish Chess Federation is organizing online tournaments twice a week since last March, and we'll continue that until the Corona is over. But since there's not so many opportunities for team tournaments, and we were very
very happy that we got an invitation from Buryatia for this match. So I would like to thank you very much for organizing this match. Thank you for our friends in Buryatia and in Finland. This kind of matches very well support the FIDE motto, which is Gens una sumus, which could be interpreted as we are one family. By the way, this saying Gens una sumus is attributed to a Russian poet and chess player Pyotr Potyomkin. Anyway, we are very happy to have this kind of tournament. And since this is a youth tournament, I'm sure that many of the players who play in this tournament for Buryatia and for Finland will play in further tournaments online and also physical tournaments, and they will meet each other and play over the board games as well. That will happen definitely, and because at least in Finland we have the best players here from Finland to play. So to make it short, I will wish good luck for all the players and hope that you will play good games. Thank you. Я бы хотела бы поблагодарить вас за организацию этого турнамента и пожелать всем участникам удачи. В общем, довольно немного сейчас приходит приглашений на организацию из-за ситуации с ковидом. Вот. И If you want to have clarifications, please ask. No need. И желаю удачи. Хорошей игры. Ведущий, у вас микрофон выключен. Ведущий, включите микрофон. Господа ведущие, у вас микрофон выключен. Please translate. I don't understand that. Добрый день еще раз. Слово предоставляем директору Тункинского национального парка Алдару Даржиеву. Добрый день, уважаемые друзья. Я хочу поздравить всех нас сегодня с шахматным праздником. Сегодняшняя товарищеская встреча между юниорскими командами Финляндии и Бурятии призвана обратить внимание общественности на проблемы, связанные с охраной окружающей среды и сохранением биоразнообразия. Деятельность человека, к сожалению, привела к сокращению популяции снежного барса в Алтай-Саянском Нагорье, а Финляндия привела к сокращению сайминской нерпы. Конечно, в природе есть естественные процессы сокращения, но скорость сокращения вот этих вот редких видов животных сегодня вызывает тревогу и заставляет нас обратить внимание на сам факт существования их в будущем. Это индикаторы нашего отношения к природе, насколько наше отношение рационально сегодня и этично. Хотя сегодня нет универсальных правил, но если мы будем исходить из принципа не нанесения вреда и принесения пользы, так же, как и шахматисты, делая свои ходы в шахматной партии, стараются укрепить свою позицию и не ослабить ее, то, думаю, мы достигнем нужного результата, сохраним природу. Не случайно девизом сегодняшнего турнира является «Думай на шаг вперед, сохраняй природу». Сегодня этот турнир также проводится в преддверии Всероссийского дня национальных парков и заповедников. Национальные парки сегодня являются национальным достоянием нашего государства и системообразующей моделью сосуществования человека и природы в будущем. Хочу поздравить, пользуясь случаем, сегодня всю шахматную общественность, всех сотрудников заповедного дела, заповедной системы с наступившим Новым годом, пожелать им и, самое главное, удачи.
Думай на шаг вперед, сохраняй природу. Не сможет. Текст заранее сказал. Екатерина, попробуйте перевести. Все. Ну все, на этом тогда, наверное, заканчиваем это наше открытие. Диана, переведи, пожалуйста. Так. Это, а где Вадим? One moment.
Индикатор нашего отношения к окружающей среде, ее отношение рационального и этичного отношения к сохранению окружающей природы. Думаю, что не зря, не случайно девизом этого турнира стали слова «Думай на шаг вперед, сохраняй природу». И если мы все будем думать, исходя из принципа не нанесения вреда, а принесения пользы окружающей среде, так же, как и шахматист, играя в шахматную партию, делает ходы, думающий о укреплении своей позиции и не ослаблении их, то, думаю, мы все достигнем нужного сохраним окружающей среды. И очень важно, что сегодня наши юные шахматисты играют именно под этим девизом. Думаю, что в будущем, когда свои жизненные шаги, они уже да,
Translator, please, could you explain what is happening here? Who is playing? Sorry, we could only waiting because I don't know. I think that some technical problem issue just, and the guys try to decide it. Translator, please, could you explain what is happening here? Who is playing? Hello, it's Katerina, and I try to explain. Our translator can't translate because we haven't text, and now we can waiting because 15 minutes to match started, and just waiting some minutes and the match will be starting. Okay, so prepare to start the match. Who are playing? Okay. Yes, sorry for this technical problem because okay. Some. Okay. It's no first time, and yes. Okay, so the players should get ready for the games, which starts in about yes. 15 minutes. Match will be starting. Okay, thank you. Yeah, thank you. Okay, so. Score. It's me. Sorry, we don't see one players from Finnish size. So you don't see the players in Lichess or in Zoom? Is Jorma still around? Yes, I am, and I don't know what is exactly going on in Lichess, but at least 12 Finnish players have announced their participation, and now I'm only waiting that at least one more will join the Lichess tournament.
Is he connect with us through 10 minutes? I do hope so that he joins us, but I cannot be sure at the moment. Don't sure. I'm not sure, but I'm holding Okay. my fingers like this. Okay. We are hope. Yeah, always. Yeah. We'll be waiting. Yeah, I tried to search yesterday translator, but it's not easy because we have a text and nobody agreed translate synchron. My daughter tried to help us, but she just 17, and this will very try too difficult for her. But my Finnish not good for translator yet. I apologize that we have this situation, but hope that next time will be better. But I think that you have done very good work as in translating. It's not easy, I know from my own experience. Yes, it's not easy because I try search translator who can do it for us free. It was not easy. One woman agreed, and yesterday in 11 in English, in 11 of evening, she write me that she don't do it for us, and it's not planning situation. Yes, I can speak Finnish, but very simple, and it's an issue not for me, unfortunately. Yeah. But common speech was about nature or about good play for kids, and that connection between us, between kids who want who won't continue to play chess and who like it. It's very important because now world is changing, and how long it will be that we will be at home, nobody know, and connecting through internet and give people possibility for playing with each other. It's very important, and we try to do, but earlier nobody through us don't do this work, and it is first time, and we try we really want to do good job. No, but some technical problem. I think it's normal for first time. Yes, but anyway, I would like to thank you for organizing this tournament. It is very good change, very good practice for the young players. Yes, and very good practice. Obviously, it's very hard to meet you because you are so far away from us. So if you can do it online, very good. So thank you for organizing this. Yes, I think that the next time, the first we preparing the text, and
it will be easier to translator, and it helped me as somebody who do this. Okay, but no problem. This far Yes. this has been okay. So this tournament starts soon. So Yes, yes. will 5 minutes will for this starting. will this Zoom be on when the games start, or Yeah. will we stop this Zoom? How is it? Yeah. You know, Jorma? Yes. Yeah, it is my understanding that we will keep on this Zoom, but of course the real action happens on Lichess. Okay. Mm-hmm. Yeah. Yes. But I'm not 100% sure of this. Okay. Katerina, do you know? Yeah. What? Do you know if we keep this Zoom meeting going during the games or not? Oh, I don't know. Just asking to them. Okay. Yeah, thanks. But I know that players must be show their face in video through Zoom. Okay. It's important So we have to because keep it open. yes, it's checking that they are alone without Yes. helping. Okay. Yeah, Okay. yeah. Maybe Jorma should go to a Finnish group there and inform this for everybody, so that everybody has to come to this Zoom meeting. Yes, and I have already done it, but of course people forget, so I will remind them. Okay, good. Yeah. Mm-hmm. Yeah, obviously we don't want anyone to use anything which is not proper. Play alone and not use any computers also. Yeah. Sara Olivia. Guys are ready already. Oletko kunnossa jo? Oletko toipunut? Oh, Sara Olivia. I see now that they are. Sara Olivia, kuuletko? Yes, I see your players, you guys. Okay. Sara Olivia, kuuletko? Okei, oletko toipunut jo? Yeah. Et vielä täysin, okei. Mutta me tavataan joka tapauksessa tiistaina, mutta tsemppiä peleihin, kuten myös kaikille suomalaisille muille pelaajille. Колонку времени Pelaaja Tala. Is there someone missing? Anteeksi, Ekaterina, did you ask something? Is there someone player missing or? Yeah, It seems that the Finnish team has so far only 9 players. But 9 players. Okay. But there were more who had announced their participation, but I can't help it now. So yeah, fine. Okay. I think that's very interesting that the guys from different chess school, can play this good job. Anyway, really, for kids. How is it the tournament? Is it so that Finns play only Burjatians, or do they have to play each other if no. depending on points? It is so that only players from different teams play against each other. So no Finns play each other and no Burjatians play each other. Okay, good. And the pairing is that the best players play against each other, or? Yeah.
So now it seems that the games are starting on Lichess. So if you want to follow that stuff also, so visit Lichess. Okay, I'm typing. Так, okay. If only 9 players that from Boolean size also must be 9 players. No, because it was agreed beforehand that it should be a match of 10 players. So it is Burgatian's gain. Ah, okay. So you will have an extra advantage here. Yeah, extra But advantage. it doesn't matter. Okay. It's our fault. Yeah. No, yes, I know. I know it. Так. Так, just moment. Так, the time is starting now. I think. Yeah. Everybody ready? I think they are playing already. Yes, they are. Yeah. But is there a way to see all the games on view? And we have also a Finnish player, FIDE master Erik Rönkä, who has a Twitch channel, and he broadcasts his match online. The link is on our federation's website. And I could write it here, but I don't know how to write actually. Chat. I have tried pressing chat, but now it opens. Yeah. Okay. First I will write this link to Lichess. That's my first one, and then I will inform the. Does he show this match? Yes, exactly. Yeah. He shows this match and also comments, but in Finnish, I think. Or is it in Because English? it's very important In for Finnish size, yeah. Because in Russian size, Inna will be explaining the game. So there you have Erik Rönkä's Twitch. And Yekaterina, is it so that there is also a YouTube channel? Yes. Dedicated? Do you have a link to YouTube? Yes, I have. I can have it. One moment. Do you have link? The Just link. 1 moment. On YouTube. I can send you. I just sent it on the chat. On the chat, okay, fine. Each TV, okay. Erik Rönkä. Yes. 2211 vahvuuslukuna ihan pikkasen kovempi kuin 1650. Nämä itse asiassa vahvuusluvuthan ei ole kovin voisiko sanoa päteviä, mutta kyllä ne antaa jotain vertailukohdetta. Nimenomaan just
just sen, että jos 1600 pelaaja on 2200 Purelli itse asiassa. Так. Voi olla, että videoluku on aliranka. Sauli, moro moro. Joo, katsotaan miten Suomi tässä pärjää, että varmasti vähintään kovan vastuksen saa kyllä tänään. Ага, Sen mittaamaan все, taitoa. игра началась. En tiennyt ennen matsia, mikä Да, budjettia on, все. täytyy myöntää. Mutta nyt tiedän. Tästä saa samalla proteiini vaan. Чувствую какой-нибудь тут. The game is starting. Minä olin nuori, niin täytyy sanoa, että sakkia ei kyllä tähän aikaan pelattu. Paitsi ehkä nuorten PM-kisoissa. Aamulla 9, niin no, sakin pelaaminen ei siihen aikaan vielä. 10 ehkä aikaisintaan mielellään. Jos on 2 peliä päivässä, niin ehkä sitten 10 ja sanotaanko 4 peliä. Ну все, это уже играет. Ja 5. Уже идет. Дай мне планшет. Lakua, moro moro. Зачем? Так я, видишь, общаюсь. Huomenta, ainakin täältä päin. Joo, tää puku tai pikkutakki on merkki siitä, että jotain
Начинаем? Здравствуйте, дорогие зрители. Мы начинаем комментировать наш матч между сборной Республики Бурятия и сборной Хельсинки 2007 года рождения и младше. Состав команды 7 мальчиков и 3 девочки. И давайте сразу, наверное, перейдем к партиям, потому что уже некоторые играют вторые партии, и посмотрим, что же происходит на их досках. Тимур Георгиевич. Так, кстати, так непонятно, кто играет с кем. Lucky Guy. Так, Lucky Guy, давайте посмотрим. Lucky Guy — это у нас Жамбала Баттер. Баттер играет белым цветом. Да. Значит, играет с лидером сборной Хельсинки, сильнейшим шахматистом. У них уже эндшпиль. Так, эндшпиль, да, и пока сразу разобраться мы не можем. Очень опасная пешка черных. Тимур Георгиевич, у нас был выключен микрофон. Да? Давайте еще раз приветствуем всех зрителей нашего сегодняшнего матча. Еще раз напомню о том, что матч проходит между сборной Республики Бурятия 2007 года рождения и младше, а также со сборной города Хельсинки. У нас такой, можно сказать, исторический первый матч. Он первый, но мы, в принципе, в дальнейшем планируем почаще проводить подобные мероприятия. И состав команды 7 мальчиков и 3 девочки. У нас, получается, выступают сильнейшие 7 мальчиков. Все они входят в сборную Республики Бурятия. И как раз 9 из 10 наших сегодняшних участников, членов команды, являются также финалистами первенства России в 2021, а уже, получается, в этом году. В апреле мы планируем выехать в город Сочи, где наши ребята примут участие уже выше. Что-то нам выключает звук. Только что буквально закончилась партия. Получается, в таком обоюдоостром эндшпиле Баттер Жамбалов выиграл по времени. Как мы видим, да, черные просрочили время. Был такой интересный эндшпиль. Может быть, не совсем точно, но в то же время очень боевой. Давайте, может быть, перейдем к следующей партии. Как это нужно сделать. А пока Тимур Георгиевич ищет, как перейти, мы будем рассказывать постепенно про каждого из сегодняшних участников. Только что белыми играл Баттер Жамбалов, 2008 года рождения, ученик как раз-таки Тимура Георгиевича. Буквально недавно, в ноябре прошлого года, он занял первое место на первенстве Дальневосточного федерального округа по быстрым шахматам. И вышел в высшую лигу первенства России и будет представлять нашу Бурятию уже в высшей лиге первенства России в апреле этого года. Так, как перейти?
хотелось бы отметить, что Баттер очень хорошо играет в быстрые шахматы, и в блиц очень хороший счет у Баттера. И мы все сейчас перейдем к следующей партии. А пока мы пытаемся перейти, Тимур Георгиевич, что бы вы могли рассказать вообще, какой был 2020, Тимур Георгиевич, какой был 2020 год вообще для шахмат в Бурятии, ну и как бы для шахмат в целом в мире? Ну, в связи с такой неожиданной пандемией, да, COVID-19, шахматы, как и многие другие виды спорта, пострадали из-за отсутствия очных соревнований, но опять-таки специфика спорта шахмат заключилась у нас в том, что шахматы, в отличие, например, от бокса, да, или борьбы, можно играть в интернете, играть онлайн. И для шахмат 2020 год оказался, побоюсь этого слова, рассветом онлайн-шахмат. Да? У нас сотни миллионов участников. Погас экран. Экран у нас погас, видимо, трансляция все же ведется. Извините, пожалуйста, Вадим. Ну, раз трансляция ведется, я думаю, что и нас тоже слышно. Экран. Да, на самом деле 2020 год оказался таким, ну, скажем, чем-то таким неожиданным, и шахматы во многом перешли в онлайн. И, конечно же, наши ребята тоже не отстают, они каждый день буквально играют на разных шахматных платформах, это и Chess.com, и шахматная планета, но больше внимания мы все-таки, больше времени мы все-таки играем, конечно, на Lichess. И вот из результатов наших ребят на различных международных и всероссийских турнирах именно в онлайне мы сейчас хотим рассказать. Летом проходило очень много разных всероссийских турниров. У нас победителем всероссийского турнира стал Алдар Тихиев, который тоже сегодня уже принимает участие в матче. Также Намина Дармаева у нас выиграла онлайн-турнир. Выиграла онлайн-турнир Соня Унгаева. И, конечно же, хотелось отметить удачное выступление нашего капитана команды сегодняшнего матча, это Эрдем Хубукшанов. И Эрдем Хубукшанов играл во всероссийском отборе к первенству мира. Турнир проходил в ноябре, также в онлайне, и достаточно уверенную победу одержал из 10 человек по круговой системе. Он занял первое место. В последнем туре он очень уверенно черным цветом, буквально там за 20 ходов одержал победу над рейтинг-фаворитом Маковеевым Ильей, который является победителем первенства мира Европы и России прошлых лет. И так достаточно уверенно выиграл эту партию и вышел в европейский отбор. Потом удачно сыграл в европейском отборе. Делил первое, третье место и по коэффициенту занял третье место, что дало ему право играть уже в финале первенства мира. Так, нас куда-то сейчас вернемся к нашему матчу. Так, пока мы включим какую-нибудь партию. Я продолжу рассказывать про Эрдема. Эрдем потом выехал в Москву, где принимал участие сразу в 2 турнирах параллельно. Получается, он играл за сборную России в турнире памяти Михаила Ботвинника, где удачно выступил, и сборная как раз, и его команда, в составе которой был Эрдем, заняла первое место. И также в это время он играл в первенстве мира. Первенство мира проходило по нокаут-системе, 16 сильнейших шахматистов играли между собой, и очень сильный шахматист попался Эрдему в первом круге. После ничейного счета 1-1 им предстояло сыграть партию в Армагеддон. Армагеддон — это такая партия, где в любом случае остается один победитель. У черных обычно на часах
4 минуты, у белых, у белых 5 минут. И в случае ничьи либо победы черных выходит в следующий круг, а в случае победы только белых, белые выходят в следующий круг. Ну и вот эта партия, она была такая ключевая, но, к сожалению, выигранная абсолютно позиция. Проблем просрочил время, вышло время, потому что подвел интернет очень сильно. К сожалению, вот как раз-таки онлайн-шахматы, они от этого не застрахованы. Вот именно фактор, получается, такой как интернет, связь вот тоже играет немаловажную роль. Так, а мы вернемся, наверное, к нашей партии, да, к нашему турниру. И Рома Самбела, значит, это черная вот после конь d7, вот, очень грубо ошиблись, после e8, да, мат была без слона на d3, значит, и после уничтожения белопольного слона белые напали на ферзя и съели пешку. Эта позиция уже безнадежна, еще и качество теряется. Ну, это какой-то совсем неудачный ход ладья на e8, конечно, да, благодаря своему d3. Да, очень грубый зевок. Значит, ну, тут разрушение короля, да, эта позиция абсолютно безнадежна. Да. Черных. Давайте мы перейдем к следующей партии. Да, пока переходим к следующей партии, Рома Самбела, 2009 года рождения, мой ученик, победитель первенства Дальнего Востока, Сибирского федерального округа прошлых лет по быстрым шахматам, финалист России, по-моему, уже в 3-й раз сейчас выходит в финал первенства России, тоже очень талантливый шахматист. И как раз-таки тоже хорошо играет быстрые шахматы и блиц. Это тоже конек Ромы. Ну, где-то, может быть, это и является как раз-таки то, что он любит играть быстрые шахматы. Ну, то есть даже в классические шахматы играет быстро, может быть, это и является причиной некоторых поражений. Так, а мы переходим к следующей партии. Олдар Бабаринов. Талантливый шахматист у нас года рождения. Был вариант Паульсена, система Ёж. И мы смотрим, что же тут у нас было. Да, ну, отличная система. Белые очень скромно ставились. Так, и черный уже угрожает d5. Да? Так, 4. Да. Ход. Осложнение, я думаю, что здесь игра у черных должна быть отличная. Так, вот, может быть, поторопились черные с ходом ферзь h1, даже ферзь h3. Надо было рассматривать вариант DE, да, F5, да, как-то вскрытие, да, линии, да. Очень опасно выглядит инициатива, но черные решили ходить одним ферзем, решили коня. Так, Олдар Бабаринов у нас играет черным. Ну да, черные. Да, и все-таки черный, да, владеет инициативой. И очень-очень плохо стало у белых, да? Фигура отыгрывается на игре. Если даже тут не закончится дело матом после F2. Да. Ну, это такая стандартный тактический прием. Обычно шахматисты начинающие решают такие задачки. Да, но дело завершается чисто матом. Ну, члены сборной нашей Бурятии, конечно, такие моменты видят буквально за несколько секунд. Так, опять же, давайте мы посмотрим кого-нибудь. Давайте посмотрим на Мину. На Мину Гармаева, 2008 года рождения. Так, шотландская партия, да, значит,
известные ходы. И тут какая-то новинка. Сторона номина. Основное продолжение D4, D5. Да. Продолжение. Ну, тут. Там белые добровольно отдали слона. Конь на B1 не развивается. Черный привес. Да, черный стоит великолепно. Мы можем переходить к другой партии. Номина у нас... Ну, на самом деле... Шахматистка, хорошая шахматистка, но дебют здесь она разыграла, конечно, не сильнейшим образом. Так, ну, борьба продолжается, конечно. Да, конечно, здесь на самом деле шансы, я думаю, даже равны, потому что все-таки блиц, и играют дети, и партия может закончиться вообще любым результатом. Ну, если группы языков не будет, ну, у черных преимуществ двух слонов, зато немножко испорчено, конечно, ну, так скажем, да? минимальный перевес. Да. Хотя, кстати, там ферзь на d8 как-то немножко неудачно стоит. Какие-то, ну, и коня можно немножко перевести куда-то. Так, давайте к следующей партии перейдем. Так. Тамерлан. Так, вот что можно рассказать нам про Тамерлана? Так, Тамерлан Чингивер, 2007 года рождения, также мой ученик. Сейчас он представляет сразу две федерации: от Федерацию шахмат Республики Бурятия и Федерацию Республики Тыва. Тамерлан приехал к нам в Республику Бурятия в 2016 году специально для того, чтобы обучаться в нашей шахматной школе. Так как в Тыве он уже был сильнее всех, и буквально как только он приехал, он сразу же выиграл первенство Сибирского федерального округа по быстрым шахматам, по блицу, причем удачно, успешно, вернее, он набрал там 9 из 9 очков, и на сегодняшний день он является уже кандидатом в мастера спорта, является дважды серебряным призером первенства России по быстрым шахматам и блицу прошлых лет, также очень сильный шахматист, и я думаю, что один из сильнейших юниоров Бурятии, ну и, конечно же, сильнейший юниор Тывы. Так, а мы отправимся к дебюту. Дебют белые сыграли далеко не сильнейшим образом, черные легко уравняли, но вот типичная ошибка, скажем, она оказалась малозначительной, типичная ошибка для растущих шахматистов. Почему-то не развивает фигуру конь d7 до конца, да, и начинает ходить дважды одной и той же фигуры в дебюте, да, и в итоге черный конь сходил ближе в дебюте, и если до этого у белых могли бы оказаться какие-то трудности с выбором плана, очень непросто, кстати, здесь белым это активный план найти, слон на g2 опирается, барьер p7, c6, d5 пишет, здесь барьер исчезает, значит, фигура опять меняется, значит, и я думаю, у белых здесь уже все стало достаточно нормально. Ага, только вот единственное, что белые зачем-то сами отдали пункт, даже не пункт, а диагональ h8, a1, h6. Ну, слон Е3, да, впереди не возвращается. Ну, вся борьба, в принципе, впереди. Также можно отметить, что разница в рейтинге у них составляет более 650 пунктов, поэтому я думаю, что тем более время у белых всего лишь еще и какой-то непонятный ход слон Е5. Ой, это грубейшая ошибка. Да, можно предположить, что Тамерлан эту партию уверенно выиграет. Да. Потому что массовый, ну, уже все выиграл. Слон H3, да? Слон H3.
Ну, Тамерлан очень хорошо играет быстрые шахматы, он обычно загоняет соперника в цейтнот и потом начинает очень неприятно давить. И соперник обычно в цейтноте не может разобраться и проигрывает. Так, Сайжина у нас, да? Мы не комментировали ее. Угу. Сайжина Комиссарова играет белым. Сайжина 2007 года рождения. Также является моей ученицей. У Сайжины первый тренер Хаян Сандакович Мажапов. Очень опытный тренер, причем он является тренером очень многих сильных шахматистов, в том числе и Ардема Кубукшанова, и Жумсарана Цадыкова, нашего сильнейшего шахматиста. Ветеран тренерского цеха наша, да, более 40 лет уже работает тренером до сих пор. Значит, и, конечно, внес большой вклад в развитие именно детских шахмат, да, у нас в Республике Бурятия. Так, мы переходим к партии. Что можно сказать? Здесь белые совсем не точно, черные могли пойти d4 и захватить центр с лучшей игрой. Конечно, Сайжина пошла, может быть, автоматически, интересом 2. Но, конечно, надо было реагировать, играть или cd, или d4, или d4 сразу, да? То есть это не уступать пространство. Вот это ошибка, да? Уступать пространство, играя белыми, но обычно идет ни к чему хорошему. Черные не воспользуются этим, до сих пор могли захватить пространство ходом d4. Очень скромно разыграли и примерно равной позиции. Смотрим. Возникла примерно равной позиции. А я сейчас, наверное, еще дополню. И про Сайжину что можно рассказать? Получается, как я уже говорила, Сайжин 2007 года рождения, является кандидатом мастера спорта, победительницей первенства Дальневосточного федерального округа, среди девочек Сибирского федерального округа. И хотелось бы отметить, что в 2020 году, когда еще не наступила пандемия, наши ребята успешно приняли участие в чемпионате Дальневосточного федерального округа, где Сайжина заняла 2-е место среди женщин, стала серебряным призером, причем состав был достаточно крепкий, и таким образом Сайжина вышла в высшую лигу чемпионата России среди женщин. Это и высшая лига, вот буквально мы, когда, получается, Сайжина выезжали туда в октябре 2020 года, это послужило вообще хорошей такой тренировочной площадкой, потому что там все соперники были очень сильные, каждый из соперников ее прошел отбор, и Сайжина была младше всех там на 2 года и больше. И хотелось бы, конечно, отметить, что это большой был такой успех и большая такая хорошая тренировочная площадка. Так, что же еще? Мы в партии, так, здесь у нас Сайжина, играющая, столкнулась с небольшими трудностями. Пункт d3 подвисает. Дважды брать на d3 нельзя из-за связки коня d4, e6, e5. И вот Сайжина думает, как тут избавиться от этого неприятного коня на p4. Так, давайте мы перейдем к следующей партии. Так, Ардем мы смотрели, давайте идем мы. Алдар, давайте. Алдар. У нас вообще сегодня играют в матче целых 3 Алдара. И вот как раз Алдар Богданов, он самый младший, 2010 года рождения, родился в конце декабря, и буквально меньше чем месяц назад ему исполнилось 10 лет, такой маленький юбилей отметил Алдар, но он очень так хорошо сражается, как раз, как мы видим, с такими старшими соперниками. Сейчас у него просто лишний ферзь. Нет, он... Так? Он белым, да, у него просто лишний ферзь. Лишний ферзь, и вот... Причем даже не за пешку, просто чистый лишний ферзь, да? Даже если бы за пешку... Так получилось, давайте быстренько мы посмотрим. Обычный дебют. Все очень скромно. Да.
Ну, вот Ой, черный просто оказывается. Ну да, черный Завернули нельзя. Да, ну и получилась у нас конечная позиция, где, ну, действительно, тяжко играть, конечно. Так как у нас много алдаров, мы вот младшего алдара, как раз Богдан называем алдарик, чтобы не путать. И хотелось бы немного рассказать об алдарике. Он, как я сказала, уже 10 ему лет. Он является победителем первенства Дальнего Востока прошлого года по быстрому шахматному блицу, финалистом России 2021 год. Также является победителем первенства Бурятии 2019 года, очень талантливый шахматист. И, конечно же, нужно больше еще тренироваться и наращивать именно знания и как можно больше и чаще играть, потому что Алдар еще совсем еще маленький, и как раз все у него впереди, и нужно очень много тренироваться, чтобы достичь еще больших результатов. И, конечно же, верить в себя, верить в то, что он победит, что он является самым сильным шахматистом. Ну, в принципе, так же, как и всем. Так, мы переходим, наверное, к следующей партии. Давайте, Тимур Георгиевич, на РД мы посмотрим, что же он там делает. Опять разница в рейтинге более 300-600 пунктов. Наверняка все уже. Очень большой запас времени, да? Думаю. Так, схема Морозца поставлена. Да. Схема Морозца. Ну, видимо, у белых уже перевес. Да, белых перевес уже давно. Агрессивно расставились белые, Е4, F4, C4, все уже в порядке. Так, что у нас было по дебюту? Дебют был у нас дракон, 7 Морозца. 7, конь c2, один возможный ход, такой, ну, сейчас очень популярно, h3. Так, конь c2, здесь. Ну, какую-то неудачную перестановку, видимо, сделали черные. Да. Много темпа потратили. Много темпа потратили, вернулись к плану h3. F4, ну, я думаю, здесь слон F2 не захотели. В чем отличие слона F2 от слона E3? Хотя я не хотел посмотреть, да? Делаю. Да, D5. И, да, перевес у белых. И позиции неприятная слабость на d6 и огромный перевес по времени, полминуты против 3,5. Да? Трудно что-то даже подсказать черным, да? Ну, разница в рейтинге очень большая. Значит, давайте мы перейдем к какой-нибудь партии. А совсем скоро к нам присоединится директор Тункинского национального парка Алдар Джангирович Тажиев и расскажет, почему именно шахматы, экология, почему мы сегодня в таком тандеме, можно сказать, встретились. Ну и, наверное, скоро будем приглашать уже Алдара Джангировича. Так, H3 показательный ход для Тамерлана. Черный усыпает пространство, и Тамерлан заранее предпринимает усилия, чтобы слон не развился на G4, не разменялся одна легкая фигура. Но на самом деле, если так играть, может быть, надо было и за слона на F5. Препятствовали. Так, ну, очень красиво. Черный. F4.
А4, опять охота. Ну и Тут очередной даже грубый звук. Качество. Да, ну здесь, я думаю, посмотрим, что у нас с конечной позиции. По-прежнему лишнее качество, но черную завалит HPD5, да? Ну, компенсация, я думаю, недостаточно. Ну да, черные, белые пойдут ферзь Е4, судя по всему. И тоже разница в рейтинге очень большая, да? Да, тоже разница в рейтинге составляет больше 300 пунктов. Больше 300 пунктов, да. Ну, матч мы еще раз подчеркиваем, это дружеский матч. Это как бы... Давайте обратим внимание на счет, да? Да. Счет. Где у нас счет? 55 против 5 очков. Ну, так, а что за 8? Ну, счет 55 на 5, но здесь хотелось бы сразу обратить внимание на что, это не 55 партий выиграла команда Улан-Удэ. Здесь как-то счет идет немножко по-другому, видимо, за каждую выигранную партию и серию партий дается определенное количество очков. И поэтому сейчас команда Улан-Удэ лидирует с большим отрывом. Вот, интересно, борьба. Вот, практически примерно равных рейтингов. Совершенно Комиссарова играет белыми. Значит, чуть уступает в рейтинге. И на доске 4 Эшпиль. Сильная пешка на d7, но близок черный король, да? Так, у белых 12 секунд, но, судя по всему, у белых все-таки позиция поприятнее. И что еще можно сказать? Да, но если белый успеет провести А4, Б5, С6, то будет совсем тяжело, да? Да, потому что, как говорится, две связанные пешки на шестой горизонтали сильнее даже ладьи бывает. Поэтому черный пассив, и вероятно, что белые сейчас просто, как скажем, пройдут пешками вперед и выиграют партию. Так. Ну, все, у белых выиграно. Так, а как? А, нет, у белых, подождите-ка. Это я поспешила. Тут как раз пешка на d70. Сейчас можно немножко растучать себе время. Самое главное, не трехкратное повторение ходов. Недопустимо. Для обдумывания, да? Ну вот после короля 7, по-моему, будет трехкратное повторение ходов, да? После короля 7. А, ну король Е6. Вот здесь, да, вот это ошибка, да. Подтянули короля именно в один на то поле, которое можно дышать, да, пешка. Причем, если бы черные пошли король Е7 вместо короля Е6, было бы трехкратное повторение ходов. Да. Ну и у белых нет усиления, главное. Ну да, здесь с двумя связанными пешками черным просто не устоять. Давайте перейдем к следующей партии. Ну, пока мы ищем следующую партию, давайте немножко поговорим о состоянии, наверное, о том, что прошло у нас в 2020 году и вообще до этого, и также о перспективах Федерации шахматов Республики Бурятия. Тимур Георгиевич, да? Ну, 2020 год, начался, это, конечно, год у нас... Очень оптимистично, можно сказать. Оптимистично, да, у нас было, скажем, хорошее финансирование, поддержка. Большие планы. Большие планы были, да. Значит, мы съездили на Moscow Open, да, вот первый турнир. Потом был федеральный округ дальневосточный. Да, тоже очень среди успешный. мужчин и женщин, да, и там ассоциация, да. И впереди у нас было проведение очень крупного турнира, традиционного, и в Алмейском Дацане, да, этап по России по быстрым шахматам, с Галта 2020. И вот тут пандемия у нас взялась Роспотребнадзор, далеко так не рекомендовал, но на самом деле у нас это первое соревнование всероссийское, которое было отменено
в календаре, в едином календарном плане спорта России. Ну и, конечно, первая волна пандемии, практически все соревнования после этого подряд были отменены. И очные соревнования, к сожалению, у нас очные соревнования буквально на короткий этап возобновились осенью. Блестящий, просто блестящий был проведен турнир в Челябинске, мемориал Курносова по быстрым шахматам, этап Кубка России по быстрым шахматам и мемориал Харченко по классическим шахматам. Съездили наши ребята, значит, и сумели организаторы молодцы во Владивостоке провести первенство Дальневосточного федерального округа. Значит, поехали у нас шахматисты, которые по условию проведения первенства России 2021 года, поехали шахматисты, которые не имели выхода в финал финального соревнования. И там у нас, конечно, вот Инна Александровна расскажет, как собирали дети, мы, скажем так, более младший эшелон и более тот эшелон, это те участники, которые не отобрали в 2019 году. Да, вот просто еще немного хотелось бы отступить и рассказать вообще про высшую лигу первенства России. Я вообще начала тренировать в 2014 году. Тогда очень много времени потратила как раз на тренерскую подготовку, работала буквально там по 6 дней в неделю с утра до вечера. И помню, что ребята у меня уже тогда начали хорошо выступать на турнирах. И, Тимур Георгиевич, как раз мне запомнился очень хорошо разговор с вами. Где-то года через 2 я впервые поехала на Дальневосточный федеральный округ, привезла туда детей. И как-то там, по-моему, у нас с вами состоялся разговор, и вы мне тогда сказали, что показатель успешности тренера – это как раз-таки количество человек, которые вышли в высшую лигу. Вот я даже на тот момент этого еще не осознавала, потому что небольшой был совсем стаж тренерской работы, и я тогда еще подумала, как, наверное, тяжело, как тяжело довести ребенка до высшей лиги первенства России. Вот на тот момент, по-моему, только ваши дети, ваши ученики выступали на первенстве России. Потом я тогда очень хорошо помню, собралась, и вот на сегодняшний день, получается, 14 человек из Бурятии в 2021 году будут участвовать в высшей лиге первенства России. Это абсолютный рекорд для Бурятии, потому что до этого в 2019 году у нас было 8 человек. И что хотелось бы еще немножко отметить, то, что из 14 человек 8 ребят это как раз ученики, мои ученики. И это очень отрадно. И хотелось просто отметить, что впервые в 2021 году Бурятия будет представить такое большое количество шахматистов из Бурятии. Ну и вот, возвращаясь к первенству Дальневосточного федерального округа 2020 года, получается, 3 наших шахматиста вышли в высшую лигу. Это Соня Унгаева, 2012 года рождения, достаточно уверенно вышла в высшую лигу, потом еще после того, как прошли классические шахматы, она выиграла турнир по блицу и быстрым шахматам, тоже с таким уверенным счетом. Также Лев Сизов вышел в высшую лигу, занял 4-е место на первенстве России и будет сейчас в 2021 году представлять... 4-е место он занял на первенстве Дальневосточного федерального округа. И вышел также Батыр Жамбалов, о котором мы уже говорили, 2008 года рождения, ученик Тимура Георгиевича. И вот достаточно так успешно наши ребята выступили. К примеру, в прошлом году, позапрошлом году, 2019, у нас была очень такая внушительная делегация. Мы поехали, по-моему, у нас было больше 30 участников. А в этом году, так как уже, во-первых, пандемия, во-вторых, многие уже имели право выступать на первенстве России. По-моему, на первенство отправилось там человек 5, да? 6, может быть, от Бурятии. Количество человек было совсем небольшое, но при этом достойно выступили, заработали 3 выхода в высшую лигу, и вот уже в апреле мы как раз-таки вот этот матч и служит подготовкой, тренировочной площадкой для наших детей на предстоящем первенстве России. Так, давайте вернемся к партии.
На мина мы вот на мине еще пока не говорили. Мы тогда прервались на дебют, о том, что там немножко неудачно, прервались на партию. На мин 2008 года рождения, но что очень примечательно, родилась 31 декабря. Еще буквально немножко бы она сейчас была бы 2009 года рождения, поэтому в этом смысле она, наверное, своим соперникам дает небольшую фору, потому что если кто-то родился в январе и тоже является 2008 года рождения, то у них разница в возрасте практически целый год. И хотелось бы отметить, что в детских шахматах это очень, очень большая, так скажем, фора, и это очень заметно. Но при этом, несмотря на то, что на минах младше часто бывает своих соперников, очень такой боевой игрок, всегда играет на победу, любит такие счетные позиции, очень прямолинейно считает. Мы прежде говорили, что я тоже любила такие комбинационные разные позиции, и очень часто я, кстати, тоже не могла понять, что же делать, когда нет расчета вариантов. Вот, очень часто терялась, вот на мина тоже иногда теряется, когда нет какой-то счетной позиции. Поэтому нужно, конечно же, обратить внимание на какие-то позиционные принципы. Не всегда бывает возможно вести какую-то атаку, поэтому нужно обратить внимание вот на эндшпиль, на выбор плана, на какой-то такой стратегический, наверное, миттельшпиль. Но при этом, конечно, не забывайте о тактике, что тактику вообще мы советуем, ну и, можно сказать, требуем с ребят, тактику нужно решать каждый день, и чем больше, тем лучше. Вот РДМ решает тактику на час-темпо каждый день, да? Минимум там 1 час. При этом, кроме того, что нужно решать тактику, нужно играть постоянно на вот разных шахматных площадках. Например, наши ребята в основном играют на Личесе. И турниры мы также, как правило, проводим в Личесе. Так, давайте вернемся к партии. Ну, примерно равная, наверное, игра. Значит, Так, на мину играют черными. черными, можно сыграть очень крепко, конь F7, да, конь C4, очень интересно ход, да, чтобы на коне F7 C4, да. Но вот ход я бы не совсем бы рекомендовал. Может быть, ход-то и неплохой, но после конь D4, что, размена, да, получается разноцветные слоны, и шансов на победу у любой стороны уменьшается, да. То есть, вот, да, после конь D4, получается, что очень близко к ничьей, в самом деле. Тем более, если разменяются еще и ферзи, Да. как известно, разноцветные слоны, это, как правило, в эндшпиле очень часто приводит к ничьей. А тем более при равном эндшпиле, когда нет ни одной лишней пешки. Вот. А вот здесь белые могут захватить инициативу тут немножко. Дело в том, что на слон F7 последует ладья E7, захват 7. Да. Да, захват 7. С другой стороны, кто говорил, что нужно ходить слон F7? Скромно можно B4 купить слона. Вот. И ладья E7, да? Очень неприятно. Можно добавить тоже про разноцветные слоны, то, что в эндшпиле это является предпосылкой для ничьи. А в миттельшпиле очень часто возрастает как раз вероятность матовой атаки. Так. Давайте вот такой, может быть, даже очень резкий G4, G5. Чего-то резкого не получилось. Черным нужно как-то избавиться от ладьи на E7, слишком уж активно. Так, ладья на 7 это всегда страшно. Значит, ну, белых подавляющая позиция. Можно смело выдвигать пешки на королевском фланге. Белые делают весь центр. Ой. Белые занялись непонятными ходами. Ладья 7 для чего-то. Так, что же будет, если пешку съесть на N2, например? Ну, так, какую-то контргруппу дают. Сейчас пойдем
ладья Е8. Вот это. Да, и... Ферзь d7. Ой. Ферзь e7. Так, ну, ферзь e1, понятно. Ой. Ой, ну тут ладья еще появится, да? Может ли король убежать? Король 2, ферзь h4, ничья, что ли? Нет, ферзь h3. Слон 5, неожиданно черный выиграет партию. Ладно, давайте перейдем к следующей. Черные держали победу. Ну, видим, еще ладью. Да. Здесь, конечно, комедия шуток. Что у нас? Так, кого мы еще не смотрели сегодня? Чьи партии не смотрели? Все. Викинги, да? Виктория. Вика Будаева, 2009 года рождения, родилась 8 марта. Ну, тоже является моей ученицей, можно сказать, одна из самых юных здесь сейчас членов команды. И в прошлом году на первенстве Дальневосточного федерального округа Вика вышла в высшую лигу первенства России, также стала победительницей первенства Республики Бурятия, причем играла она тогда с годом старше, 2008 годом рождения. И что же у них происходит на доске? Так, черные просто выиграли пешку. Так, секундочку, я просто было очень странно. Разыгрывалось одно. Такая импровизация дебютная пошла. Ну, в принципе, в пользу черных, поэтому черным здесь в порядке, скорее всего. Так, судя и по рейтингу, и по времени. Ну, время примерно одинаковое. Ну, правда, непонятно, о чем тут думать черным. Вроде бы здесь все очевидно. Охота съесть слона? Ну, если охота, нужно, наверное, и есть. И просто нужно видеть свои фигуры и, наверное, выиграть эту пешку. Ой, эту партию, слушай, пешку. Все, здесь сделать второй крок, да? Да. И e6, e5, может быть даже, ну, можно крок сделать и e5, или e5 сразу даже. Да, просто сразу же занимаем центр и открываем дорогу для своего слона. У коня белых нет опорного пункта в центре. Да, ну, давайте мы перевес черных. Вот e5, как мы и говорили, все по лучшим традициям разыгрывания дебютов. Вот. Примерно. Так, про Рому мы, по-моему, уже говорили. Да, примерно равные рейтинги, да. Значит, три. Три, да, d3. Ну, вот тут очень интересно было бы за черным пойти g5. Белые рано пошли h3, сделали разрисовку, да. Тоже, да, немножко расскажу про ход g5. Это мы когда с своей женой сейчас играли. Нет, это не та позиция. Что-то подобное просто было, когда мы с своей женой играли на чемпионате России в Сочи среди женщин. Нам предстояло сыграть с черными против очень сильного женского гроссмейстера, это Евгений Овод. И мы все думали, как же сделать так, чтобы получить сразу же хорошую игру, и чтобы были какие-то ясные ориентиры на доске, то есть, например, какая-то атака прямая. И мы подготовили очень интересный на тот момент еще редкий вариант с ходом g5, то есть белые там где-то сделали рокировку, нет, на тот момент они еще не сделали рокировку, но черные пошли g5, и Сажина в таком очень уверенном стиле уверенно выиграла такого сильного гроссмейстера. Овод Евгений является там сильнейшей шахматисткой Санкт-Петербурга, постоянно играет в различных этапах Кубка России, там, в различных женских турнирах и занимается шахматами достаточно профессионально. Мы вот такую красивую победу одержали, я даже выкладывала эту партию на нашем сайте и в частности с небольшими комментариями. Если кому-то интересно, можете пройти, посмотреть и вот посмотреть на такую уверенную игру черных. Там достаточно так образцово выиграли черную эту партию.
Так, а что же происходит здесь на доске? Ну, вообще Рома любит эту подобную позицию. По-моему, как он только начал играть, он с тех пор итальянку вот в таком виде разыгрывает. Ну, в общем, какая-то итальянская партия. Пусть, наверное, пока играют, а мы с вами чуть позже вернемся к этой партии. Так, еще мы не говорили. Я не вижу Алдара Тахеева. Может быть, у него какой-то ник? Вот тут у нас как-то не это. Подождите, здесь приведено 6 партий, да? А давайте вот прямо так на Алдар нажмем. Вот он. Так. Ой, Алдар 2009, да? Да, Алдар 2009. Так, еще раз на него нужно нажать. И как раз он вышел. Так, Алдар имеет 3 очка из 3, играет сейчас. Вот нужно нажать. Так, здесь, да? Ага. Играет белым цветом против рейтинга 1894. Алдар 2009 года рождения. Они, кстати, с Ромой родились вообще в один день, 1 февраля, и вдвоем пошли в школу чуть раньше, чем их сверстники. То есть пошли, и сегодня обучаются, по-моему, в 6 классе. О, здесь как-то делает. Неважно, разыграли дебют. Ну, Алдар очень упорен, наверное, в своих убеждениях. Сколько раз мы ему говорили, что нужно играть как-то поагрессивнее, он решил, видимо, разыграть то, что знает. Ну, черная играет сильнейшим образом. Сильнейшим образом. Да. И сон d6, да, сон d6 ферзь c7 или сон d6 коротких строк. Даже так, да. Хорошая идея заткнуть слона на b2. Да, черно сильнейшим образом. Дебют так не надо разыгрывать. Ну, еще, наверное... Совсем неопытными шахматистам можно e3 пойти, да, значит, как бы, где у нас получилось, да? e3, здесь на самом деле у белых очень простая идея b3, сон b2, сон d3, коня на e5 поставить f4 и получить систему атакующую, да. Ну, такую позицию Пиксбери, да, получается, Да. по ней 5. Но... На самом деле, действительно, эта система, в принципе, она, ну, как бы хороша, когда черный перекрывает слона c8 ходом e6, да, ну, имеет полное право на основание, но когда слон может развиться на g4, конь на e5 не попадает, и у белых получается очень пассивная позиция. На самом деле абсолютно нет слабости. Ну, на самом деле позиция примерно равная, они еще будут играть очень долго, и в принципе все решится потом уже. Ну, я думаю, тут уже все-таки не равно, да. Ну, я имею в виду, вот учитывая как бы контроль времени и... Так вот, белые времени-то минуту, проблему. Ну, давайте мы еще специально вернемся к этой партии, посмотрим, как закончится она потом. Или посмотрим на результат, потому что я думаю, что вот как раз таки... Ну, по дебюту все хорошо у черного, да? Отлично, дебют. А кто у нас еще играет? Кого мы не смотрели? Ну всех мы смотрели, да? Так, а мы, наверное, сейчас... Давайте. Так. Сейчас мы поменяемся. К нам пришел наш еще один организатор, Алдар Джангарович Доржиев, директор Тункинского национального парка. И сейчас он нам расскажет об экологии, о шахматах и чем же связаны шахматы и экология. Вместе? Так, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, Алдар
Эльдарович вот вам сейчас расскажет. Значит, Инна Саяна представила его, значит, и расскажет у нас о Тоскинском национальном парке, да, значит, о проблемах, которые существуют, да, как у нас родилась такая идея, ну, все, что касается вот этого очень интересного мероприятия, значит, и намного шире. Я постараюсь объяснить, как шахматы связаны с экологией. На самом деле, где-то в декабре мы с Инной Саяновной встретились и подумали, почему бы не провести такой турнир, который бы обратил внимание нашей общественности на те вопросы, связанные с сохранением окружающей среды, сохранением редких видов животных, на вопросы, связанные с обращением отходов, с развитием новых технологий, которые приносят более активное внедрение человеческой деятельности в окружающую среду. Сегодня я бы хотел обратить внимание наших друзей на такой вопрос. Какое будущее мы планируем, прогнозируем для наших детей? Какую окружающую среду мы хотим создать в нашем ближайшем будущем и долгосрочной перспективе? И когда мы будем понимать, какую окружающую среду мы хотим видеть в будущем, думаю, можно будет определить и формы, и методы работы над созданием этой среды. Сегодня мы находимся в БГУ, в точке кипения. Это такое общественное пространство, где как раз формируются прорывные идеи, создаются такие смелые гипотезы для развития нашей республики и в целом России. Думаю, что сегодня здесь наши дети, которые играют в Бурятском государственном университете, в точке кипения БГУ, уже совершая шаги на своем жизненном пути, будут понимать, что необходимо думать об окружающей среде, не наносить вред, приносить ей пользу. Не случайно девизом сегодняшнего нашего турнира являются слова «Думай на шаг вперед, сохраняй природу». И вот какие проблемы сегодня стоят перед Тункинским национальным парком? Я думаю, что все знают, что одним из таких редких животных в Тункинском национальном парке является снежный барс. Его сегодня не так много. На фотоловушках зафиксировано не более 9 особей. Вот мы на протяжении уже нескольких лет при поддержке Всемирного фонда дикой природы проводим мониторинг. Также проводим экологические акции с целью привлечь внимание нашей молодежи к этой проблеме. На самом деле во всем мире стоят такие вопросы. Вот, например, в Финляндии стоит вопрос сохранения Сайнинской нерпы, ее осталось не более 300. Я знаю, что наши коллеги из ВВФ также занимаются этой проблемой. Конечно, есть естественные процессы в природе, которые приводят к сокращению различных видов, различных биологических видов, но когда это происходит с большой скоростью, то это заставляет задуматься. Это уже вызывает тревогу. Мы задумываемся о том, что уже стоит сам факт их существования в будущем. И я думаю, что это показатель наличия тех или иных видов, биологических видов является таким индикатором нашего отношения к окружающей природе. И как связаны шахматы и экология? Вот я небольшой специалист в экологии, так же как и невеликий шахматист, но, на мой взгляд, если мы будем исходить из принципа не наносить вред, приносить пользу, так же как и шахматисты, играя в шахматы, совершая свои ходы, думают об усилении, укреплении своей позиции шахматной
и недопущения ее ослабления, то мы получим нужный результат. Сохраним нашу природу для будущих поколений. Вот из этого принципа, я думаю, нам нужно исходить. На первый взгляд кажется, что экология и шахматы как-то не соприкасаются, идут параллельно, но в первую очередь хотел бы обратить внимание нашей интеллектуальной элиты, наших юных шахматистов уже сейчас на проблемы. Также вот мы находимся в преддверии праздника, всероссийского праздника, Дня национальных парков и заповедников. Вы знаете, что первый заповедник был создан 11 января 1916 года. Этот заповедник был создан здесь, у нас в Бурятии, Баргузинский заповедник. Проблема истребления соболя как раз вот привела к такому решению. Когда человек, уже гоняясь за материальным благополучием, чуть было не истребил последнего соболя. И вообще идея создания национальных парков и заповедников, думаю, она имеет долгосрочную перспективу. Ведь национальные парки являются моделью сосуществования человека и природы, нахождение их в определенном балансе, когда человек, живя в границах национального парка, может соблюдать те правила, те запреты и ограничения, но при этом задумываться о сохранении окружающей среды. Думаю, что эта идея будет в дальнейшем распространяться. Территории особо охраняемых природных территорий будут только расширяться. Проблема снежного барса. Вот, ареал его обитания – это все-таки горная местность, кормовая база его сибирской козероги. К сожалению, человеческая деятельность привела к сокращению кормовой базы, и снежный барс уже не так часто встречается в Тюмкинских гольцах, он мигрирует. Хотелось бы, конечно, чтобы это красивое и редкое животное было распространено в Алтае-Славянском Нагорье, в северном ареале обитания этой красивого животного. Очень надо сказать, что человеческий фактор вообще сильно сказался, да, на вот, численности. Это очень красивые кошки, да. Значит, дело в том, что шкура снежного барса, она стоит очень дорого. Ну, так по оценкам говорят, вот, 60 тысяч долларов и выше. Значит, естественно, и этого красивого хищника, да, его буквально истребляли, да, значит, и второй уже только, может быть, даже фактор, да, что вот сейчас уже, да, начали кормовая база, да, так же, как и многие другие животные, да, значит, были истреблены за красивый мех, да. И вообще популяция снежного барса, сколько она? 300. В России? Да, не более, по-моему, 300 или 300. Не более 300, это совсем мало, да? Ну, это же очень мало. Да. Очень мало. Но если у нас много республик и Бурятии, да, и они мигрируют еще и в Монголию, да, половина из них, может быть, около 8, да? Да. Это совсем мало, действительно. Учитывая то, что там у нас как бы детеныши, да, растут там аж 2 года, до года, когда они самостоятельно начинают там уходят от матери, да, и самостоятельно начинают развивать свое пропитание, да, это самостоятельная жизнь, да, то есть как бы и учитывая там, что там месяц-два, да, значит, они совсем слепые, уже, да, конечно, любой случайный фактор, да, значит, и может стать уже причиной, конечно.
причина гибели, да? Ну, у нас как бы проблема и вот наших коллег, да, в Финляндии, тоже связана с, опять же, человеческой деятельностью, сокращение мертвые в одном из самых больших озер Финляндии, озеро Сайма. И хотелось бы, чтобы также наши коллеги из других регионов, стран также обращали внимание на сохранение таких вот редких биологических видов. Ну, думаю, что нет универсальных, на самом деле, правил по сохранению того или иного вида. Ведь нужно исходить из контекста, опять же. Например, сегодня в Атлантинском нацпарке стоит проблема волков. Скажем, конечно, в одном случае, если волков много, и они уже начинают давить домашних, диких животных, и в этом случае, возможно, есть и оправданно, есть смысл провести регулирование численности волка. Но в таких случаях, когда мы говорим о снежном барсе, и вот осталось всего на вторушку 9 особей, думаю, что нужно думать о сохранении какого-то разнообразия. Тем более, если учесть, что снежный барс, он в Красной книге, да, у нас он очень давно, уже много десятилетий. Значит, если волки, мы говорим как санитары леса, да, значит, действительно, да, они, когда их очень много, да, у них же самих сокращается кормовая база, да, значит, им нечего есть, да, и они выходят к людям, да, нагрызают там у нас пастухов. Excuse me, извините меня. Chess Federation of Buryatia, can you turn off your microphone, please? Turn off your microphone, please. Пожалуйста. Take off, так, здесь у нас. Ну, понятно, что. Закрыть микрофон, пожалуйста. Отключить? Закройте ваш микрофон, пожалуйста. Отключить, да, микрофон? Спасибо.
Так, а мы вновь вернулись в эфир. У нас мой сосед, или как сказать, товарищ, комментатор, это Жамсаран Цидыпов, международный гроссмейстер, самый сильный шахматист Бурятии, ну и не только Бурятии. Вот, Жамсаран, я хотела задать тебе несколько вопросов, потому что у тебя очень насыщенно довольно прошел конец 2020 года. Все мы наслышаны о твоих ярких победах. Расскажи, пожалуйста, во-первых, как прошел год, ну, особенно вот конец декабря, как ты готовился к пандемии, вот еще вопрос. И, конечно же, о твоем таком знаменательном матче, когда ты выиграл 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. Это было просто невероятно. Расскажи, пожалуйста, вот о том, что, ну, обо всем этом. Ну, вообще, мне казалось, что начало не предвещает ничего хорошего. Летом я отдыхал от шахмат и как-то не думал, что наберу форму, ну, уже к ноябрю. То есть в ноябре я поехал на соревнования в Ханты-Мансийск, и перед этим буквально повезло, что переболел короной, сейчас повезло. И как раз за 10 дней успел восстановиться и выехать на соревнования. Тогда у меня началась хорошая пора. Блиц успешно играл в турнирах в интернете, там, американские. И позже, ну, как раз в Ханты-Мансийске довольно удачно сыграл. Там, ну, начало было не очень, в конце уже разыгрался. Ну и почувствовал, что могу играть во многих турнирах онлайн. Решил сыграть в турнире лимитов часть Christmas Cup. Там проводились отборочные турниры, ну, 5 турниров отборочных. Ну, мне друг посоветовал сыграть, я с радостью согласился. Я смотрю, там в финале куча звезд приглашенных, и, ну, вообще сам турнир по себе очень сильный. Да. Ну и уже настроился на эти соревнования, и удалось в отборочных турнирах хорошо выступить. Первых 2 сразу отобрался в финал турниров, очень повезло. И потом я неожиданно узнал, то есть я изначально дал интервью сайту «Лимитов час», сказали, с кем ты рассчитываешь сыграть? Я говорю, с Владимиром Крамником. Когда мне вообще такой шанс появился? Да, конечно. Да. Ну, потом какое-то время проходит, уже финальная часть, то есть финальная часть начинается, уже ребята, и мне Евгений Атаров, известный журналист, говорит, Жамсаран, надеюсь, ты рад? Ну, то есть играешь с Крамником. Да, я говорю, спасибо, я очень рад. Кто знал, что так получится, да. Ну, в итоге, в общем, мне предстоял матч с Крамником, и это где-то было, узнал я в 7 вечера буквально, за 3 часа до старта матча, и у меня времени оставалось совсем мало на подготовку, я не был дома. Потом я буквально за полчаса до часа связался с своим помощником. Ну, он мне показал какие-то схемы на скандинавскую защиту и, ну, показал мне, сказал, агрессивная игра, и все будет окей. Ну, я так и сделал, да. Ну, реально было сложно. У меня первую партию, когда я выигрывал у Крамника, у меня был мандраж, какой-то дикий, я фигурки нервно переставлял. Плюс там... Все представить, да? Да, плюс там еще какая-то нервная обстановка была насчет того, что там много читеров поймали на турнире. И, безусловно, начали меня уже, ну, я уже слышал в прямом эфире, что говорят, вот, кто такой Цидыпов, мы даже не знаем, кто это, он выигрывает Крамника. То есть мне немножко как-то стало некомфортно в таких условиях. Неудобно выигрывать чемпиона мира. Не то, что неудобно, мне захотелось еще сильнее его выбрать, да. Меня просто не разозлили, то есть я хотел просто во что бы то ни стало, я уже, ну, победить. Да. Ну, здорово, здорово. Да, хотелось бы просто отметить, что этот результат там же не случайно, у тебя быстро и близко к рейтингу максимальный был. Да, в обоих форматах 2700 максимальный, на декабрь был 2700 в Rapid был, и в
В 2019 году в начале было 2700 лиц, да, ну, то есть Да, успешная да. игра, быстро, дисциплина. Огромный, конечно, рейтинг. Еще хотелось бы вспомнить, да, твой турнир, очень такой, ну, очень удачный турнир. В 2019 да, по-моему, году ты играл в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу и выиграл таких сильнейших шахматистов там планеты. Это Яна Непомнящего, Александра Гречука, Накамура, да, по-моему, ты выиграл? С Накамура ничья была, да, я как раз в Рапид выиграл у Грищука и Федосеева, а потом начался, ну, я там +2 набрал в Рапид. Вообще не думал, что в Блиц так пойдет. То есть это, наверное, от везения зависит и от жеребьевки. То есть, ну, игра в Блиц от удачной жеребьевки и везения. Но мне вообще не повезло вначале. Мне там попались сначала Федосеев, по-моему, Свидлер, Грищук. Вначале там вся была элита в начале. Вся сборная России. Вся сборная, да, ну, мира, можно сказать, ну, в начале. Да. А потом я набрал, ну, то есть проиграл парочку, там, Свидлеру, Гельфинду, и думаю, ну, все, у меня шанса не будет подняться вверх. Ну, я решил просто как-то немного абстрагироваться от ситуации. То есть нужно, ну, не то, чтобы подняться вверх, а хорошие шахматы показать. Я решил на каждую партию настраиваться, и потом как-то пошло-поехало, начал одного за другим выигрывать эти, ну, шестисотников, семисотников. И во второй день уже слышу, мне говорят, ты играешь с Анандом. Я такой, вау, да, кстати, точно. Я такой думаю. Ананд, ну, так, чтобы, если ты не знаешь, это 15-й чемпион мира из Индии, вообще очень сильный игрок, как раз-таки быстрых шахмат и блиц. Да, расскажи. Тимур Георгиевич, мой тренер, сказал, вот, ну, играешь с белоцветчиком, ну, я говорю, ну, и там, так как говорит, ну, настраивайся на такую игру. Я такой, ну, подумал, ну да ладно, я сильно не готовился к дебюту, я просто подумал, что, ну, нужно быть просто максимально сконцентрирован, собранным, поспать хорошо. Просто ходил покушать вечером и лег спать. И потом уже сначала одного, получается, надо выиграл, ну, у меня шок был, потом еще сразу же Давид, по-моему, кого же не помню, еще, может быть. Не, Мамедьярова потом дали, да, Мамедьярова дали, я такой, ну, ничего, сейчас я с ним хорошо отыграю, да, и как-то там легко выиграл. Ты тоже выиграл Мамедьярова? Да, вот я даже не знала. Excuse me, dear Chess Federation of Buryatia, all participants have been asked to turn off their microphones in order not to disturb the players. Can you do the same? Please, thank you. Спасибо много. Финская команда просит выключить микрофон, им мешает.
3 карты. Уважаемые участники, юные шахматисты, мы поздравляем вас с окончанием такого замечательного мероприятия, нашего матча. Надеюсь, что, я считаю, что это не первый наш, не последний наш матч. Мы в дальнейшем будем проводить такие же подобные матчи. Как тренер могу сказать, что самое главное, вам нужно как можно больше заниматься, обязательно решайте задачки, играйте как можно больше в интернете, и ставьте перед собой цели и добивайтесь их, чтобы в следующий раз одержать уже больше побед. И благодарю всех за участие в нашем матче, поздравляю со всеми праздниками и желаю всем самого наилучшего. Большое спасибо. Спасибо всем нашим друзьям, коллегам, особенно другу Йорме. Да, спасибо. Большое спасибо Екатерину. Хочу поблагодарить всех наших организаторов, все наши площадки. Дорогие дети, наверное, сегодня нет проигравших. Все, кто сегодня пришел на этот турнир и сел за шахматную доску, является победителем, потому что получил определенный опыт, определенные знания. И в следующий раз я хочу пожелать вам удачи. Думайте на шаг вперед, сохраняйте природу. Вот трансляцию ходили. Вот все. Все, да?